Я 100% убежден, что это заказное политическое дело. Выбор пал на Ахтема, потому что он активный. Или, как еще есть такой термин, недоговорной. С одной стороны, его локализовали таким образом, а сейчас, допустим, подготовка к 18 мая или какие-то другие мероприятия, связь с местными и региональными меджлисами, поездки по Крыму и так далее в какой-то степени ослабли. У меня есть несколько братьев, аж 5 братьев. У двоих из них есть небольшой бизнес. Один из них Борчокрак называется, магазин около западной автостанции, где бочки, там, емкости, пластмассовые изделия продает. И у второго, вернее у самого младшего брата, есть база стройматериалов в Бахчисарае в районе железнодорожного вокзала. Вот их уже по 2 раза делали внезапные проверки, причем с разницей в полчаса. Вот уезжают от одного, приезжают к другому, тот же состав проверяющих. Один из проверяющих сказал: вы не о том думаете, это от позиции вашего брата, от политической позиции зависит, он там не в ту партию записался. Ну, у меня не такой высокий статус сейчас. Я не председатель меджлиса, не первый заместитель председателя меджлиса. Простым заместителем председателя меджлиса я стал совсем недавно, уже на фоне существующего положения. Поэтому, ну, в принципе, у меня достаточно большой опыт. Я, может быть, был бы эффективным переговорщиком. Если власти это будет необходимо, я готов. Если не касаться вот этих особо известных людей, например, мы никогда не были в плохих отношениях с Ремзи Ильясовым, никаких отношений у меня никогда не было с Бальбеком и сейчас их нету. А то, что касается бытового уровня, уровень моих друзей, уровень моих родственников, уровень моих соседей, у меня ничего не изменилось. Я даже не могу привести пример, когда кто-нибудь из моих знакомых отвернулся от меня вот, из числа некрымских татар. Ну, от суммы и тюрьмы не зарекайся, говорят. Поэтому зарекаться, наверное, не стоит. Не надо этого делать, но я не хочу уезжать.